Уважаемые зрители, представляем вам третью часть «Позорные страницы из жизни и истории Северо-Осетинской Республики». Это геноцид и этническая чистка 1992 года ингушского народа, устроенная северо- и юго-осетинскими бандформированиями по отношению к мирным жителям ингушской национальности, проживавших на территории Северной Осетии. Эти преступления не имеют срока давности. Мы представляем вам фотографии жертв и данные жертв геноцида и этнической чистки, устроенной осетинскими бандформированиями в 1992 году. Ахильгов Магомед Ибрагимович, 1964 года рождения. Убит 22 октября 1992 года в селе Терк, Северной Осетии, сотрудниками МВД Северной Осетии. Ахильгов Багаудин Нурадинович, 1971 года рождения. Убит в поселке Южном. Арчакова Роза Нурадиновна, 1967 года рождения. Жительница города Владикавказа. Находилась в заложниках в селе Сунжа, пригородного района. Тело Арчаковой с множественными огнестрельными и ножевыми ранениями, ожогами было доставлено в город Назрань 3 ноября 1992 года. Похоронено 6 ноября на мемориальном кладбище в городе Назрани. Амирханов Хаматхан Хамзатович, 1939 года рождения. Убит 2 ноября 1992 года в городе Владикавказе. Алиев Мухарбек Аюпович, 1932 года рождения. Убит 5 ноября 1992 года в селе Дачном, пригородного района. Алиев Абукар Мухарбекович, 1972 года рождения. Убит 4 ноября 1992 года в селе Дачном, пригородного района. Албагачиев Султмурат Лабзанович, 1951 года рождения. Житель поселка Майское, пригородного района. Убит 31 октября в городе Владикавказе. Албагачиев Аздоев Абукар Абуязитович, 1960 года рождения. Убит 2 ноября 1992 года в селе Тарском, пригородного района. Албаков Багаудин Хаджибекарович, 1943 года рождения. Житель села Дачное, пригородного района. Убит 4 ноября 1992 года. В своем селе похоронен на мемориальном кладбище Лозов-Качмач. Аджиев Башир Мухтарович, 1955 года рождения. Убит 4 ноября 1992 года в селе Чермен, пригородного района. Ендиев Муса Султанович, 1955 года рождения. Уведен из дома в селе Дачном, пригородного района, осетинскими бандформированиями. Дальнейшая судьба неизвестна. Ендиев Михаил Абдул Рахман Эль-Бузурович, 1927 года рождения. По информации односельчан русскоязычных, с начала конфликта до 17 ноября 1992 года находился в своем селе. 17 ноября его в составе группы из 7 человек переводили вооруженные осетинские бандформирования через висячий мост на реке Камбелеевка в сторону Куртата, пригородного района. Дальнейшая судьба неизвестна. Яндиев Багаудин Хаджимурадович, 1965 года рождения. Уведен из собственного дома в селе Дачном, пригородного района, осетинскими бандформированиями. Дальнейшая судьба неизвестна. Шадиев Багаудин Магомедович,
1963 года рождения. Пропал без вести в селе Октябрьском пригородного района. Дальнейшая судьба неизвестна. Цуров Якуб Хадрисович, 1954 года рождения. Был взят в заложники вместе с братьями в селе Камбелеевском пригородного района осетинскими бандформированиями. Далее судьба неизвестна. Цуров Хусейн Мурсалович, 1930 года рождения. Уведен из собственного двора в селе Камбелеевском пригородного района осетинскими бандформированиями при участии соседей. Далее судьба неизвестна. Цуров Хамзат Хадрисович, 1942 года рождения. Был взят в заложники осетинскими соседями вместе с братьями в селе Камбелеевском пригородного района и увезен осетинскими бандформированиями на автомашине КАМАЗ. Дальнейшая судьба неизвестна. Цуров Хизир Мурсалович, 1927 года рождения. Был уведен из собственного двора в селе Камбелеевском пригородного района осетинскими бандформированиями. Дальнейшая судьба неизвестна. Цуров Саварбек Бексултанович, 1934 года рождения. Был взят в заложники вместе с соседями в селе Камбелеевском пригородного района осетинскими бандформированиями и уведен в неизвестном направлении. Цуров Руслан Макшерипович, 1967 года рождения. Был взят в заложники вместе с 4 братьями в селе Камбелеевском пригородного района осетинскими бандформированиями и увезен на автомашине КАМАЗ. Далее судьба этих людей неизвестна. Цуров Рашид Алиевич, 1970 года рождения. Уведен из дома в селе Нижнекамбелеевском пригородного района осетинскими бандформированиями. Дальнейшая судьба этого человека неизвестна. Итак, уважаемые зрители, мы вам представили фотографии и данные жертв осетинской агрессии по отношению к ингушскому народу в 1992 году. Фотографии и данные были взяты с сайта «Мемориальный комплекс город Назрань». Текст озвучен в студии Урус Видео Невс. Продолжение следует.